Арабские пески продолжают испытывать гонщиков и технику. На очереди и дюны. Такая дорога – мечта камазовцев. Техника показывает себя во всей красе. Участок такой, ралли-рейдовский, классический Дакар с 457 километров. И первые где-то 168 километров были насыщены дюнами. Причем это были не просто дюны, которые дюнет, как бы вкатиться, а были уже весь набор дюна от мелких, вязких до знака 2-3 самых высоких. Главная опасность – песчаные ловушки. На одну из них попал опытный Антон Шибалов. Выбраться удалось только при помощи чеха Мартина Солтиса, но минуты были потеряны. Как уже показывает практика, в том году похоже было, но немножко другое, конечно. А именно в Саудовской Аравии вот это ловушки такие, получается, что ты вроде на площадку это заскочил, и машина тут же садится. У каждого своя тактика. Одни на больших скоростях мчатся вперед, другие выжидают. Второй вариант для себя выбрал и Эдуард Николаев, за плечами которого много пьедесталов. Не нужно с первого дня прям куда-то сломя голову ломиться. Тем не менее, нужно осмотреться, посмотреть, как ведут себя соперники, как ведет себя техника, немножко вкатиться. Хоть и были тесты, но первый день он и психологически непростой. Последующие дни уже видно было, что мы немножечко начали выравниваться, так скажем, уже входить в свой темп. Дмитрий Сотников пока лидер общего зачета грузовиков. Но основная битва впереди. Природа аравийских просторов очень непредсказуема. Салават Мухаммадуллин, Алмаз Гафиатов, ТНВ, Саудовская Аравия. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.